Ассаламу алейкум, приветствую вас на канале, на очередном своем выходе в поисках монет. Сегодня погодка у нас такая нелетная, можно сказать, дождливая, да. С утра дождь, сейчас вот капает дождь, вчера дождь был. Короче, погода не для выхода на коп, так сказать, но желание перебороло, и вот выехал поискать на одном поле здесь. Сейчас покажу и поле, и находочку, почему я остановился. Неделю назад получил разрешение копать на этом поле. Долго искали это место. За этот день человек 10, наверное, спросили, все пошли в отказ. Вот получилось мне сюда выйти. Сегодня тоже приехал. Первая находочка. Вот. Не знаю, что такое. Что-то из недавнего. Вижу, что 50, по-моему, да, 50 сантимов франков. Если не почистить, то, конечно, и не увидим. Да. Первая находочка на этом замусоренном поле. Радует уже. Радует. Год не могу сказать, но не старая монетка. Это даже не монетка, это жетончик. 50 bon pour commerce, 50 сантимов. Вот. Ну, состояние хорошее. Надеюсь, что если обнаружатся и старые монетки, то они будут в хорошем состоянии, вот, так как грунт здесь не такой убитый, не убивает он монеты вроде, как мы видим, видите, хорошее состояние. Вот. И будем копать. Я только прошелся один ряд по этому полю. Сейчас будем смотреть. Остаемся на канале. Второй сигнальчик у меня. И сигналов-то много, но реальных не было. Вот сигнал монетный. Проблема в том, что только начинаю разбираться с Деусом и не так уже догоняю всю процедуру. Не смогу я ее почистить. Такой ручеек у меня тут идет. Вот. Думаю, не получится показать ее почищенной. Короче, монетка убитая, я думаю. Как и говорил, она убитая. Нечего тут смотреть. Обнадеживать, что рядом с населенным пунктом вот это поле у меня. Вот. Он там у меня заброшенный дом такой стоит. Сарай туда-сюда. Сейчас ходил туда смотреть. Около 15 штук косуль спугнул. Не стал я снимать, потому что то, что там в доме старом этом, у меня разрешения не было, да и не хочу ничего брать оттуда, если даже есть. Вот. Просто ради интереса пошел посмотрел вот этих косули, и сарай тоже был по ходу. Вот такие дела. Едем далее. Снова сигнал. Пуговка. Так. Жалко, что передняя сторона вот выпала из нее. А вот то, что осталось. Может солдатская, может нет. Ну, пуговка. Окей. Продолжаем. А монетку вот где нашел. Вот. И пуговка вот.
5 метров расстояние. Наверное, может, хата тут была. Надо будет смотреть. Раз был вон там дом, справа, где я показывал, значит, здесь тоже, возможно, был дом. Вот, по периметру. Ну, сейчас будем смотреть, пробивать. У меня такой инцидент. Вот. Сигнал хороший, монетный, можно сказать. Водои нету, но это какой-то камешек. Видите? Не знаю, что такое. Ну, камушек. Вот. Ну и рядышком такая пряжка мне выпала. Вроде с конской упряжки. Короче, он такую яму вырыл для этого камушка. Не мог обнаружить. И вот выпал. Продолжаю копать. Что-то монеты пропали у меня. Но есть такая находочка. Молоток. Ток-ток. Видите? Пригодится штучка в машине. Да? Оля. Штучка. Погнали далее. После молотка новая находочка. Вот такой ножичек. Так. Вуаля. Почему на крючке? Что-то могло быть. Это же какой-то хозяйственный нож был. Или как его называют. Может, по рубке этих, как его, веток. Ну, не знаю. Поехали. Да, народ, только что подошел ко мне парень француз. Ну так представился, Николя. Он тут походил где-то на поле рядышком. Ну, короче, он мне показывает одну монетку, которую нашел. Себя он говорит, не показываю, но монетку показал, короче. Сейчас я ее показываю. Смотрите. Вы посмотрите, что он нашел. Николя. Да. Это что-то. Красота. Красота. Да. Жалко, что я не могу найти такие, а. Ну что, пожелаем удачи ему тоже. Ну и нам, конечно. К сожалению, не всегда нам так везет. Продолжаем наш коп. Мерси, Николя. Окей, продолжаем. К сожалению, я его попросил, давай в следующий раз вместе. Так, не, говорит, я один хожу. Мне так легче, говорит. Ну вот, показал свою зарисовочку. Да, ну, сфокусируйся. Вот это-то. Ну, видно, да? Вот. Продолжаем.